День за днем корреспонденты нашего канала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. Высокие гости. Столицу региона с рабочим визитом посетил Юрий Трутнев. Что показали и что обсуждали республиканские власти с заместителем председателя правительства страны. Совершенно уверен в том, что это не соразмерно потенциалу республики. То, как сегодня люди работают, то, как развиваются здесь высокие технологии, говорят о том, что сделать можем больше. Крупнейшее мероприятие с начала пандемии. Петербургский международный экономический форум завершил свою работу. Чем отметилась наша республика на этом глобальном мероприятии? Мы, конечно же, видим сферу сотрудничества для Индии в республике, а именно в сфере отрасли алмазов, коксующегося угля, также железа и также в гуманитарной сфере, в образовании и в установлении каких-то культурных контактов. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья продолжается. Новоселами в этом году должны стать 12 тысяч жителей Якутии. Мне сразу предупредили, что вот именно вот такой квадратуры, вот как сейчас, вот старой планировки нету. Имеется вот либо чуть-чуть поменьше, либо чуть-чуть побольше. Лето, отдых на природе, поездки в лес и клещи. С началом сезона они уже активизировались и ждут всех из самоизоляции. Как уберечь себя от этих опасных паразитов? Клещи очень разнообразны. Есть хищные клещи, есть клещи, которые вредят растениям, есть клещи, которые вообще ничего не делают, а есть клещи, которые кусают человека и животных и являются векторами, то есть переносят заболевания от одного вида к человеку. Ну а начнем программу с информации о пожарах. Всего в Якутии тушат 16 природных пожаров на территории 9 районов: Нюрбинского, Сунтарского, Усть-Алданского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского, Ленского, Усть-Майского и Хангаласского. Из них 3 локализованы. По фактам лесных пожаров возбуждено уже 4 уголовных дела. Главам муниципальных образований поручено, исходя из складывающейся обстановки на местах, при наличии критериев ввести в установленном порядке режим чрезвычайной ситуации и организовать информирование населения. Для контроля ситуации на месте в Нюрбинский УЛУС вылетела рабочая группа во главе первого зампреда правительства Дмитрия Садовникова и председателя Госком-ОБЖ Дмитрия Лепчикова. Также главам Нюрбинского, Верхневилюйского, Ленского, Усть-Алданского, Тампонского, Усть-Майского, Среднеколымского и Сунтарского районов необходимо организовать круглосуточное дежурство и создать районные оперативные штабы. Общая координация сил, федеральных сил, региональных, местных сил нам позволит ситуацию выправить. Да, действительно, в свете повышения температуры и сильной ветровой нагрузки ситуация была сложной. Но сегодня мы вот благодаря работе наших пожарных служб, лесников, авиалесохраны и прежде всего местного населения ситуация более-менее становится стабильной. И мы надеемся, что мы для себя определенное время поставили, это где-то в ближайшие 3 дня, чтобы взять силу над тем, чтобы победить эти пожарные ситуации, которые возникли у нас рядом населенных пунктов. Но это прогноз дело неблагодарное. Все зависит, как говорится, от того, как мы здесь работаемся. Ну и, конечно, зависит от самой природы. На этой неделе столицу региона с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства страны, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Подробнее о визите федерального чиновника в материале Дмитрия Тымырова. Последние годы на территории Якутии начали реализоваться ряд социально значимых проектов, которые влияют на развитие не только отдельного региона, но и всего Дальнего Востока и страны. Так, в рамках своего визита полномочный представитель президента страны на Дальнем Востоке Юрий Трутнев ознакомился с ходом реализации 2 проектов территории опережающего развития, которые вносят существенную роль в развитии региона. Он сообщил, сегодня Якутия находится на 6-м месте по объему привлечения инвестиций среди 11
50 регионов страны, хотя у республики большой потенциал, и это надо использовать во всеоружии. Я совершенно уверен в том, что это не соразмерно потенциалу республики. То, как сегодня люди работают, то, как развиваются здесь высокие технологии, говорят о том, что сделать можем больше. Юрий Трутнев предложил рассмотреть на территории региона развитие энергетики, добычу полезных ископаемых и пересмотреть подходы к работе, перейти от принципа «плывем по течению, будь то будет» к реальным действиям, которые приведут к развитию. Мы не должны работать так вот по принципу, как плывет, как привлекаются инвестиции, так и слава богу. Да, показатели неплохие. 14 цифра мультипликатора, то на 1 рубль бюджетных средств привлекается на 14 рублей. Но темпа экономического роста недостаточно. Для того, чтобы действительно ускоренно прорываться вперед, нам нужны темпы экономического роста не ниже 7%. А для этого нужен другой объем привлечения инвестиций. В рамках своего визита Юрий Трутнев также встретился и с руководством компании «Русгидро», где обсудили вопросы снижения энерготарифов, что для региона является одним из самых важных. Представители «Русгидро» представили проект, который в будущем должен привести к снижению тарифов на электроэнергию. Еще раз, на 13-14 слайде мы показали мирового применения, уделяли этому большое внимание, потому что должны быть современные технологии. И мы видим по всему миру также есть такие же отдельные моменты по применению гибридных установок. Это и солнце, ветер, и дизель, ветер, система накопления, они разнообразны по всему миру. Зампред правительства страны одобрил данный проект, но предложил рассмотреть подходы к реализации более подробно и централизовать его. Понравились предложения Росгидро. Собственно, они заключаются в том, чтобы создать вместо дизельной генерации, которая существует у нас в изолированных энергозонах, создать гибридную, которая будет использовать помимо дизельной генерации еще и генерацию солнца, ветра. Так, на территории 72 поселков арктической зоны Якутии будут возведены такие гибридные электростанции. По словам главы региона Айсена Николаева, уже в 6 населенных пунктах Якутии начали строиться такие станции. Безусловно, это очень важный проект для такой огромной территории, как Якутия, с огромными затратами как раз на энергетику. И благодаря поддержке Юрия Петровича, благодаря поддержке Русгидро, данный проект у нас стартовал. В этом году 6 дизельных электростанций в Момском и Верхоянском районах будут построены и введены. Ну а свой визит в Якутию Юрий Трутнев завершил осмотром реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Тут федеральный чиновник обратил внимание представителей руководства подрядных организаций на необходимость соблюдения утвержденных сроков строительства и поручил оптимизировать работу. Дмитрий Тымыров, Яна Захарова, Павел Пахомов, Григорий Охлопков. Якутия. День за днем. Рекорды, инновации, пандемия. Завершился 24-й Петербургский международный экономический форум. Это главная экономическая конференция в России, которая традиционно собирает тысячи экспертов. Здесь проходят деловые встречи, подписание соглашений, обсуждаются самые перспективные инфраструктурные проекты. В программе форума приняла участие и якутская делегация. Чем запомнится это грандиозное мероприятие для нашей республики, узнаем у Максима Кардозу. Петербургский международный экономический форум сразу бьет рекорды. Его участниками стали 5000 человек. Это самое масштабное очное мероприятие в мире с начала пандемии. И организаторы постарались по максимуму соблюсти меры эпидконтроля. На всей территории экспоцентра, где и проходит форум, действуют особые меры безопасности из-за пандемии. Для того, чтобы сюда попасть, нужен отрицательный тест ПЦР. Всех просят надевать маски, стоят санитайзеры, а также за всеми следит тепловизор. И если на таком экране появится температура 37,1, то к этому человеку обязательно подойдет волонтер и отведет его в медпункт. Традиционно на форум приезжает много иностранных делегаций. И в этот раз бизнесмены и политики из сотни стран участвовали в деловой программе конференции. В Петербурге Якутия подписала сразу несколько соглашений с зарубежными партнерами. Например, большой интерес проявляет к нашей республике Индия. Мы, конечно же, видим сферы сотрудничества для Индии в республике, а именно в сфере отрасли алмазов, коксующегося угля, также железа и также в гуманитарной сфере, в образовании и в установлении каких-то культурных контактов.
Якутия уже давно активно сотрудничает с японскими компаниями. И в рамках форума эти партнерские договоренности только подтвердились. Приоритетными направлениями совместной работы являются зеленая энергетика и сельское хозяйство. Сейчас Япония строит очень большое, гигантская теплица там, в Саюри. И даже в самое холодное время обеспечит выращивание овощей там. И это внесет свой вклад в улучшение качества жизни там. Это экономическое направление. Дружит Якутия и с российскими регионами. Так, в рамках форума были согласованы направления совместной работы с Крымом. Например, возможность открытия в Южной Республике Якутского торгового дома, обучение кадров для морских портов Тикси и Зеленый мыс, а также сотрудничество в области санаторно-курортного отдыха. Конечно же, в последние годы мы видим очень серьезную потребность у людей в целом в стране и у нас в Якутии к отдыху внутри нашей страны. И, конечно же, с этой точки зрения Республика Крым – это жемчужина нашей страны. Я благодарен Сергею Валерьевичу, мы с ним в прошлом году уже эту тему начали прорабатывать. И сейчас уже вышли на конкретные решения, которые позволят уже республике здесь иметь объекты, где смогут оздоравливаться и наши дети, и взрослые. У нас политика сегодня такая с точки зрения объектов здравоохранения, социальной сферы, детских лагерей. Мы готовы передавать собственно субъектам Российской Федерации с целью их развития. Но для нас важно, что субъекты Российской Федерации будут иметь свои объекты рекреации в Республике Крым. Соответственно, это вопросы оздоровления, туризма. Для нас это тоже налогообложение. Форум – это не только деловая площадка, но и своеобразная витрина. Различные регионы и компании каждый раз для конференции создают уникальные павильоны. Главным партнером форума в этом году является Катар. Он построил грандиозный павильон. Вот он, посмотрите. Это 2000 квадратных метров. Чего здесь только нет. Конференц-залы, студии, рестораны. И не только. Например, здесь можно увидеть макеты всех стадионов будущего чемпионата мира 2022 года. Или полюбоваться на обитателей морского дна. А также каждый может почувствовать себя пассажиром бизнес-класса Qatar Airways. Очень удобно. Но в первую очередь Петербургский форум – это площадка для бизнеса и власти, где обсуждаются перспективные проекты, находят партнеров и подводят итоги. Так, в Петербурге был объявлен традиционный рейтинг инвестиционного климата, который оценивает усилия властей на местах по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. И Якутия в этом списке входит теперь в топ-10 из 85 регионов страны. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Сейчас небольшая пауза. В продолжении расскажем о переселении из аварийного жилья и как уберечь себя от нежелательной встречи с клещами во время отдыха в лесу. Ну а мы продолжаем программу и перейдем к эпидобстановке. В Алданском районе ситуация по распространению COVID-19 характеризуется как стабильная. Вакцинация продолжается. Помимо стационарных пунктов в Алдане, Тамоте и Нижнем Куранахе, медицинские бригады выезжают на предприятия и в организации. Открываются прививочные пункты и в городе, где прививку может получить любой желающий. Тему продолжит Татьяна Вахнина. О том, что прививки против COVID-19 будут ставиться с 9 часов утра, студенты политехникума были предупреждены заранее. Однако очередь в медицинский кабинет образовалась задолго до назначенного времени. Заполнив анкеты и подписав документы о согласии, студенты ожидают приглашения на прививки. Но данная кампания у нас проводится в техникуме уже второй раз, иммунизация проходит. У нас и преподаватели, и студенты довольно активно все идут на вакцинацию. Иммунизация против COVID-19 в Алданском районе продолжается. Помимо стационарных пунктов в Алдане, Тамоте и Нижнем Куранахе медицинские бригады выезжают на предприятия и в организации. В техникуме прививки получают все желающие. У нас некоторые ребята приходят вместе с родителями, особенно кто планирует произвести выезд за пределы Алданского района. Преподаватели приходят с членами семьи, потому что на сегодняшний день, так как мы имеем сертифицированный медицинский кабинет, соответствующий всем требованиям, нормам и ГОСТам по хранению, прежде всего, вакцины. Врачи подчеркивают, думать нужно не только о себе. Человек, переносящий заболевание в легкой форме, заражает окружающих, и для кого-то инфекция может стать убийственной. На первый день лета в стационаре и под медицинским наблюдением находились порядка 50 человек. Под медицинским наблюдением находится 30 человек, в инфекционном отделении 13 человек, половина из которых пенсионеры.
Вакцинация проходит хорошими темпами. На сегодняшний день освоена практически вся вакцина. Остаток составляет 1049 доз гамма-ковида. Абсолютных неспецифических методов защиты от COVID-19 не существует. Рекомендуемые к соблюдению противоэпидемические меры снижают риск заражения, но не сводят его к нулю. Максимально защититься от инфекции и предупредить развитие осложнений можно только с помощью вакцинации. Вирус теперь накинулся на детей, вирус накинулся на подростков, и заболевание проходит отчасти даже сложнее, чем было вот в первый поток пандемии. Поэтому единственный вариант на сегодняшний день – это все-таки самозащита, а самозащита – это средства индивидуальной защиты и вакцинация. Получившие прививки студенты и преподаватели отправились домой или по делам не сразу. В течение 30-40 минут они оставались под медицинским наблюдением. После вакцинации рекомендовано в течение 3 дней избегать физических нагрузок и не допускать попадания влаги на место инъекции. Я считаю, что надо ставить вакцинацию, так как здоровье превыше всего, его не купишь. И я считаю, что надо следить за ним. Если хочешь быть живым и здоровым, все для этого надо делать. Алданский район не изолирован от других субъектов республики и России. Исключить миграцию населения невозможно. Не получится избежать и мест скопления народа. Предугадать, где циркулирует коварный вирус, нельзя. Сегодня чрезвычайно важно проявить благоразумие. Только сформировав коллективный иммунитет, возможно остановить распространение COVID-19. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Тем временем 103 новых случая коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. В Якутске 65 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 7, в Вилюйском 6, в Верхневилюйском и Ленском районах по 5 заболевших, в Горном, Аймиконском и Усть-Алданском районах по 3 инфицированных, в Алданском и Намском районах по 2, в Кобяйском и Хангаласском по 1 заболевшему. Что касается вакцинации, то по последним данным получили первый компонент 177 135 человек. Вторую вакцинацию прошли 120 708 человек, в том числе более 30 тысяч жителей республики старше 60 лет. Но в Якутию пришло долгожданное лето. Вслед за наступлением теплых дней клещи открыли сезон охоты. По последним данным, от их укусов пострадали 39 якутян. Как защититься от опасного паразита и что делать, если вас все-таки укусил клещ, в материале Петра Васильева. Он лезет наверх. А клещи, они не прыгают на нас сверху. Они сидят примерно на уровне колен, на травиночках, былиночках сухих. Вот. И там, расставив лапки, ждут, когда мимо них пройдет какое-нибудь животное теплое. Выехать на природу и получить инвалидность, сходить в лес по ягоды и оказаться навсегда прикованным к кровати. Последствия встречи с клещами могут быть очень серьезными и даже смертельными. С приходом лета все больше якутян страдают от укусов этих паразитов. Только в прошлом году в медучреждения региона после встречи с ними обратились 303 человека. Как отмечают специалисты, в мире существует более 50 тысяч видов этих членистоногих, однако лишь один из них, таежный клещ или иксодус, несет настоящую опасность для человека. Он может быть переносчиком вируса клещевого энцефалита, болезни Лайма, а также пироплазмоза, от которого страдают собаки, крупный и мелкий рогатый скот. Он может переносить, но процент зараженных клещей очень мал, это менее 1%, это, в принципе, хорошая новость. Такое заболевание, как клещевой вирусный энцефалит, то есть это достаточно тяжелое заболевание, которое никогда не проходит без последствий для человека. Помимо этого, очень много случаев, не в Якутии, но вообще по России, это болезнь Лайма. Это бактериальное заболевание, в принципе, лечится легко антибиотиками, но человек не может знать, что у него болезнь Лайма, а если ее запустить, она становится достаточно тяжелой. Традиционно ареалом обитания клещей считается Южная и Западная Якутия. В одном только Ленском районе с начала мая от укусов паразита пострадали 18 человек. Преимущественно дачники. Один из них оказался переносчиком боррелиоза. Среди лидеров по нападениям паразитов также Алданский, Алекминский и Мирнинский районы. Вызывает опасения и тот факт, что с потеплением климата популяция клещей начала мигрировать в центральные и северные районы. Случаи нападения фиксируются как в Якутске, так и в северных и арктических районах. Преимущественно среди тех, кто решил выбраться в выходные дни на природу. Вероятность обнаружить на себе клеща, находясь в большом городе, крайне мала. Они обитают в основном в лесах и преимущественно в траве, и чем она выше, тем лучше для членистоногого.
Не забираются они и на деревья, поэтому история о том, что клещи падают сверху, абсолютный миф. Зато они могут попасть к вам на одежду или, например, в корзину с продуктами, оттуда домой и укусить вас уже, находясь в вашем доме. Поэтому при походе в лес или на работе на дачном участке специалисты рекомендуют заправлять одежду, не оставлять открытых участков тела, надевать головной убор, обрабатывать себя и детей специальными спреями. А после прогулки обязательно осматриваться. В случае, если у вас все-таки случилось такое несчастье и клещ присосался, то необходимо обратиться за медицинской помощью. Потому что, во-первых, его помогут профессионально снять этот клещ, во-вторых, принять меры специфической профилактики, то есть в течение 4 дней от момента укуса можно вводить иммуноглобулин. Все эти средства в достаточном количестве во всех медицинских учреждениях республики. Клещевым энцефалитом ежегодно в России заболевает около 2300 человек, около 7500 боррелиозом. Лечение этих опасных заболеваний требует много времени и средств. Поэтому так важно после укуса клеща своевременно обратиться к врачу и провести анализы, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Петр Васильев, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. И к другим темам. В этом году по программе переселения граждан из ветхого и аварийного фонда в Якутии планируется ликвидировать 215 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в которых проживает порядка 12 тысяч граждан. Основной объем переселенцев находится в городах Алдан и Якутск. Ульяна Шагина расскажет подробнее. Мама 2 детей, Айталина Алексеева, уже в следующем году переедет в новое жилье. Старые метры, доставшиеся в наследство от матери, уже давно пришли в негодность. Так что программа по переселению как нельзя кстати. Конечно, очень обрадовалась, потому что она очень садится, как говорится, да, эта конструкция. Очень-очень чувствуется. А зимой особенно, потому что отрезки очень большие. Обещали предоставить новое жилье, равноценное старым квадратам. Здесь маленькая ремарка. Такое стало возможным только потому, что квартира унаследованная. Мне сразу предупредили, что именно такой квадратуры, как сейчас, старой планировки нету. Имеется либо чуть-чуть поменьше, либо чуть-чуть побольше. И, конечно, у меня дети разнополые, дочка с сыном, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы такая же квадратура более была, и чтобы комнаты были, и сыну, и дочери было. Ну ладно, мы с мужем в зале поспим. Но не у всех есть право при расселении получить равноценное по квадратуре жилье. Те граждане, которые купили квартиру в аварийном доме ради выгоды, имеют право только на возмещение себестоимости. Но как же быть с теми, для кого аварийное жилье является единственной недвижимостью? Соответствующий законопроект запустил наш депутат Галина Кентьевна Данчикова, согласно которому именно касается тех граждан, которые приобрели в аварийном жилье и не имеют другого имущества. Тот слой населения, который не социально не защищен, мы для них проводим работу, чтобы у них осталось право приобрести квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. Сейчас законопроект рассматривается Министерством строительства со всех субъектов. Сейчас собрано количество граждан, которые именно имеют единственное жилье в аварийном многоквартирном доме. По ним проводят оценку. Всего во второй этап программы переселения граждан из аварийного жилья только в Якутске попало 165 многоквартирных домов. Из них в 2020 году переселено 244 человека, а в этом году в разы больше. Так, в новое жилье переедут более 1000 собственников. Готовятся к новоселью и жители этого дома в селе Чепчулган Амгинского района. Благодаря программе по переселению в селе строится новый многоквартирный дом. Жильцов планируется переселить в него уже к концу этого года. 20 лет ждем, когда нам дадут новую квартиру. Наконец-то мы отмучаемся. Дождались нашей стройки, нашего нового дома. Помимо села Чепчулган, новостройки возводят и в селе Самарсун, а также в самой Амге. На прошлой неделе новые сваи забиты и в Эмисах. Это по Амгинскому району. В целом же по Якутии только в этом году должны возвести 60 новых объектов. Из них 16 находятся в зоне риска и реально тормозят расселение ряда жильцов аварийных домов. Один в городе Якутске, довольно-таки большой мегаполис, и один из примеров – это в городе Алёкинске, 76-квартирный. По ним даны поручения, чтобы увеличили темпы строительства, увеличили сменность, количество работников, чтобы было не менее 50 человек на объекте.
Эти вопросы были рассмотрены и на минувшем совещании по развитию жилищного строительства во время приезда в регион федерального вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил, что ситуация с жилищным строительством в Якутии немного лучше, чем на Дальнем Востоке. Между тем, проблемным вопросом остается увеличение стоимости квартир. Решением проблемы как раз-таки должен стать быстро растущий темп по капитальному строительству. Создаем новый продукт для интенсификации жилищного строительства, снижения цены, дальневосточный квартал. Сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока этим занимается, и мы в том числе обсудили возможность заявки республики на строительство в данном формате. Новая программа не только ускорит темпы строительства, но и даст определенные налоговые преференции для застройщика в рамках режима ТОР. Между тем, в республике работает и ряд других приоритетных проектов, среди которых, к примеру, застройка квартала «Воинская часть» в Якутске, где планируется возвести более 260 тысяч квадратных метров нового жилья. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Михаил Умшанов. Якутия день за днем. 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Экологическая акция по сбору отработанных элементов питания «Села батарейка» прошла в Нерюнгри. Активное участие приняли воспитанники детских садов, первоклассники и волонтеры района. Как проходило мероприятие в детском саду «Незабудка» в нашем следующем материале. Для детей подготовили интересную и веселую программу, где они узнали, что одна батарейка заражает до 20 квадратных метров почвы, до 400 литров воды, отравляет 2 дерева, 1 ежика, 2 кротов и несколько тысяч дождевых червей. Нельзя выбрасывать, потому что погибнет земля и миллион животных и все деревни. Лучше их сдавать в заводы, где их перерабатывают в новые вещи. Затем были организованы соревнования между группами по максимальному количеству сбора источников питания. Отработанные батарейки у родителей принимали воспитатели групп. Всем участникам, юным экологам от имени Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора были торжественно вручены благодарственные письма за вклад в охрану окружающей среды. А победителей и призеров наградили дипломами акции и призами от Нерюнгринской ГРЭС. Дети – это наше будущее. И то, что сейчас воспитатели закладывают, и мы, как родители, закладываем в них, это потом со временем вырастет в большой красивый цветок. Да? То есть то, что мы сейчас в них вложим, то в них и потом будет. И сейчас вот эти акции, которые проходят у нас, приносят пользу и будут приносить пользу в будущем. Стоит отметить, что такие акции являются примером экологического поведения и для родителей, которые становятся активными помощниками в их проведении. Ведь любовь к природе и заботливое отношение к ней закладывается у детей только тогда, когда они видят примеры отношения к окружающей среде со стороны взрослых, воспитателей и родителей. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.